Ленске не соблюдают тишину. Большинство заявлений поступает от жителей многоквартирных домов. Фестиваль молодежной занятости WorkFest. Какие условия и вакансии предлагают работодатели? Гонки по бездорожью Баянай Трофи в алмазной столице соревновались экипажи внедорожников и пешие спортсмены. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Большой груз перевернулся в Алданском районе Якутии. Водитель автомобиля, следуя в сторону Нерингри, не выдержал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и съехал на левую обочину проезжей части, где транспортное средство опрокинулось. По словам водителя, он уснул за рулем из-за переутомления. Отмечается, что по результатам медосвидетельствования водитель оказался трезв. В больнице пострадавшему диагностировали сотрясение мозга, перелом ноги, множественные ушибы и ссадины. В арктических районах Якутии идет интенсивная подготовка к зиме. Готовность теплоисточников превышает 90%, сообщил гендиректор предприятия Виталий Чикачев. Напомним, первыми в республике заработали котельные Алайховского района. 15 августа по графику запустят в работу теплоснабжающие объекты Анабарского района. Там на всех производственных участках заменили котлы, насосы и реконструировали магистральные тепловые сети общей протяженностью около километра. В середине августа по графику запустят теплоисточники Анабарского, Нижнеколымского и Оленёкского филиалов, а в конце месяца подадут тепло потребителям Верхнеколымского, Верхоянского, Среднеколымского, Абыйского, Ивено-Батантайского, Мумского и Жиганского районов. Ну а ремонт на Чульманской ТЭЦ продлится до октября. На объекте, начиная с прошлого года, проводится дополнительный ремонт, восстановление станции, повышение ее эффективности и экологической безопасности. В этом году запланированный на 80% выполненный ремонт, отметил заместитель начальника ТЭЦ Владимир Дорофеев. Запланирована масштабная поэтапная ремонтная программа реконструкции ТЭЦ на ближайшие годы, чтобы станция соответствовала современным стандартам и полноценно функционировала в будущем. Ремонтные работы на Чульманской ТЭЦ продлятся до начала октября, но теплофикационное оборудование будет готово уже к началу отопительного сезона. Все больше якутян переходят на раздельный сбор мусора. В столице региона работает пока единственный цех в Якутии по производству специальных урн «Технопластик». С 2018 года предприятие изготовило 40 штук. Их можно увидеть в крупных компаниях города, детских учреждениях. В компании уверены, что сортированный мусор станет востребованным в разных отраслях, как в удешевлении сырья, так и на удешевлении продукта из этого сырья. Сейчас цех планирует изготовить по 10-15 новых урн в месяц. Устанавливать их будут не только в республике, но и в других регионах Дальнего Востока. В Ленске не соблюдают тишину в ночное время. Большинство заявлений поступает от жителей многоквартирных домов, но бывают шумные соседи в частном секторе. За что еще могут привлечь к ответственности собственников частных домов, выясняла Анна Кожевникова. Частная автомойка с уличной дискотекой. Вкратце так можно охарактеризовать вечерние собрания возле одного из домов по улице Горького. И данное времяпровождение хозяев и их друзей мешает соседям. А они имеют полное право на то, чтобы обратиться с заявлением в административную комиссию о нарушении тишины и покоя, чем и воспользовались. На все наши замечания реагируют неоднозначно, показывают нам, как сказать, идите и не трогайте. Мы что хотим, то и делаем. Компромисса мы не нашли. Мы считаем, что человек здесь не прописан, здесь не живет, приезжает мыть машину. Устроили просто автомойку. В городе, если кому-то возле подъезда начать мыть машину, включить музыку, сразу это пресекут. У заявителя имеется фото доказательства данного факта, согласно чему и была проведена проверка. В данном конкретном случае, то есть было нарушение тишины и покоя. Временные рамки, там есть объяснения заявителей, то есть там указаны, есть фотографии того, кто нарушил. Ответственность будут нести не хозяева участка, а именно владелец автомобиля. То есть он включил музыку, он совершил противоправные действия. Если наличие несанкционированной автомойки нужно доказать, то привлечь к ответственности за несоблюдение тишины в определенное время суток собственников жилья могут уже сейчас. Ежедневно с 13 часов до 15, в будние дни с 21 часа до 8 утра, праздничные по закону и выходные дни с 10 вечера до 10 утра нельзя создавать шум, который может побеспокоить граждан.
Всего в этом году административной комиссией уже рассмотрено свыше 150 дел по данному виду правонарушения. Но большинство обращений от жителей многоквартирных домов. Жильцы частного сектора обычно привлекаются за размещение на территории общего пользования каких-либо личных предметов или мусора. Например, возле дома номер 17 по улице Пионерской образовалась целая лодочная станция. По сведениям соседки, транспортные средства хозяевам не принадлежат. Сотрудникам административной комиссии застать жильцов дома не удалось, но это не значит, что они не будут привлечены к ответственности. Какие-то палисадники, цветники, это все должно быть согласовано с архитектурой города. Палисадники людям разрешают, у кого дом непосредственно выходит на красную линию, то есть примыкает к дороге. Также, согласно закону, можно размещать строительный материал на территории общего пользования, но не более 10 дней. Все остальные предметы не должны находиться за ограждением. Да и просто по-человечески следить за порядком не только у себя во дворе, но и за калиткой – хорошая привычка для любого хозяина. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Прямо сейчас на площади Орджоникидзе проходит фестиваль молодежной занятости WorkFest. Десятки работодателей из разных районов республики ищут потенциальных сотрудников. На месте работает наш корреспондент Саргалана Федорова. Саргалана, какие условия и вакансии предлагают работодатели? Приветствую, Юлия. На ярмарке 35 работодателей представили более 1500 вакансий. Здесь можно пообщаться с представителями организаций и узнать полезную информацию об условиях заключения контрактов, об уровне заработной платы на конкретных рабочих местах и многое другое. Как отмечают сами работодатели, сегодня на рынке труда спросом пользуются среди рабочих профессий, такие как водители, машинисты, востребованы среди служащих врачи, инженеры, медицинские сестры. Здесь можно найти и работу по контракту. Подробнее о службе по контракту нам рассказал Алексей Колесов, старший инструктор пункта отбора на военную службу. Контракт заключает на 3 года, если он проходил службу по призыву. Если службы нет и имеет высшее либо специальное образование, среднеспециальное, то он тогда заключает на 2 года контракт. Как военнослужащим социальные льготы какие? Предоставляется ежегодный отпуск, 30 суток основных, если он будет служить в районах Крайнего и Севера, плюс еще 15 суток. И проезд оплачивается туда и обратно, и плюс еще на одного члена семьи. Зарплата у нас на сегодняшний день от 25 тысяч рублей, это у рядового состава, и заканчивается, командиром отделения они в среднем получается 60 тысяч рублей. Ярмарка не ограничивается одними вакансиями. Здесь представлена презентация агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, проекта «Местные кадры в промышленность». Сколько человек нашли сегодня работу, организаторы скажут в ближайшее время. А вообще найти работу стало гораздо проще благодаря всероссийскому порталу «Работа в России». Сегодня в базе данных более 1 миллиона вакансий, и там можно найти данные не только о будущей профессии, но и очень много другой информации. Словом, чтобы человек ясно знал, куда он едет. Ярмарка продлится еще 2 часа, и надеемся, что молодежь сможет найти профессию, найти работу по душе и по специальности. Юлия? Спасибо, Саргалана. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Саргалана Федорова. По всей республике насчитывается 500 библиотек, из них только одна специализированная для слепых. Сегодня в библиотеке 130 тысяч книг по шрифту Брайля. Помимо этого, работники на месте могут перевести любую литературу в систему Брайля, поэтому книг на якутском языке они доступны для читателей. В учреждении созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. В минувшие выходные в стране отметили День физкультурника. В честь праздника в алмазной столице провели гонки по бездорожью Баянай Трофи. Анна Винокурова сопровождала их на протяжении всей трассы и расскажет подробности. 48 километров беспрерывного испытания, бездорожье, водные преграды, кочки и опасные повороты. Впрочем, за такую динамику и любят Баянай Трофи мирнинцы. На этот раз соревнования прошли в 3 классах. Класс спорт – это подготовленные джипы, класс стандарт – это стоковые джипы, и пешие – просто человек с фотоаппаратом, GPS может прийти, поучаствовать в этих соревнованиях.
Соревнования проходили по линейному трофи. Участники на время должны найти 26 точек под GPS. Причем отмечать надо обязательно по очереди. Одна невзятая точка и целый час штрафного времени. А вот так из последних сил финишировали пешеходы. В Баянной трофи они в этом году участвуют впервые. Настоящий герой среди пешеходов – это 10-летний Сережа Лангунов. Сегодня наравне со взрослыми мужчинами он пробежал всю трассу и занял вместе с отцом 3-е место. Я ходил на карате, где мы бегали круги на Олимпе. Это стадион такой. Мы там бегали очень много. Потом еще тренировались. И, наверное, вот так вот я подготовился вот к этому забегу. Мне было очень тяжело, и трасса была сложной. В классе «Спорт» в положенное время в 9 часов вечера ни один экипаж не финишировал. Поэтому победа досталась Станиславу Узун и Павлу Агафонову, которые нашли всего 11 точек из 26, но вернулись на финиш из-за неполадок с машиной. Машина у нас подломилась, и мы вернулись раньше. И за счет этого мы финишировали все-таки, не были дисквалифицированы. И получилось так, что у нас 1-е место. Ну и еще мы часть дороги задом ехали. Да. У нас вперед колесо клинило, и мы ехали задом. Машина, и нам пришлось выползали задом. Уже близко к финишу у нас заработало нормально колесо в обе стороны, и мы уже вышли сюда по-нормальному. Не задом приехали. Это была неожиданная победа для вас, да? Вообще неожиданно. Ну, просто приехали ребят поздравить, как бы, ну, машину поставили, приехали. А тут, оказывается, такие сюрпризы. В классе «Стандарт» победа досталась Владу и Александру Вершининым. Среди пешеходов 1-е место занял Василий Горохов. Гонки Баянной трофи – уникальная забава для зрителей, а вот для участников – время, проведенное в удовольствие. Анна Винокурова, Татьяна Тестова, Илья Засухин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Приз кинофестиваля позитивного кино в Перми за лучший саундтрек завоевал фильм алданского режиссера Александра Ясеня. Песня «Город ангелов», написанная автором фильма, записана в студии Королева-13 в Москве. По признанию режиссера, успех композиции определили аранжировка Дениса Годицкого и гитарная основа Николая Алтунина. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий. Еще больше информации на нашем сайте yak24.ru.